Международная выставка «Агрокомплекс» по традиции проходит в Уфе. В 2021 году она в 31 раз. Организаторы — правительства Республики Башкортостан, Министерство сельского хозяйства и Башкирская выставочная компания. 310 компаний из 37 регионов России собрались на 5 площадках выставочного комплекса ВДНХ «Экспо». Среди них производители сельскохозяйственной техники, ветеринарные, животноводческие и растениеводческие компании, перерабатывающие и агрохимические холдинги. Глава Башкортостана Ради Хабиров в рамках рабочей поездки на выставке «Агрокомплекс-2021». Это вот первая машина белорусская, коллеги, скажите. Новая машина. Коллеги из Беларуси приехали. Первая машина на рынке Республики Башкортостан, новинка. Значит, гибридная схема обмолота обеспечивает увеличение производительности, уменьшение потерь зерна. Уже в России за эти 2 года порядка сотни машин уже поставили в Российскую Федерацию. Вот это первая машина, которая вышла. А это у нас в республике первая, да? Да, первая. У нас пока первая, она уже куплена полимзаводом «Урожай». Помните, фермы, которые построены в Илише, они уже... А по программе агролизинга она проходит? Да. И на совместном предприятии, которое у нас здесь есть, мы будем тоже их выпускать. Здорово. Машина очень А производительная. планы у нас какие есть брать? Мы в этом году очень много взяли. Мы выкупаем все, что есть пока. Ну, в прошлом году на 10 миллиардов купили. За январь-февраль на миллиард мы уже купили. Мы Росагролизинг первый в России по первым заявкам декабрьским. Тракторный завод говорит, если хотите машину сейчас, привезем в июле в лучшем случае. Да. Даже металл сегодня фактически сложно купить, имея деньги. На Дом-Сельмаше сколько народа сейчас работает? 13 тысяч. Большой, Холдинг, да? Большой холдинг у нас. Да. У нас 3 завода в холдинге. Собираем эту технику. Вот агрегат, сборка ваша, да? Это сеялки наша сборка. Это дискатор новый абсолютно. Здесь практически все новинки. Это самый тяжелый дискатор, мощнейший. Здесь необслуживаемые ступицы стоят там по самолетным технологиям. Залито туда масло. Не надо ни тавать, ничего. То есть механизатор сел, все, ни одной таводницы нет. Все всегда смазывается и... Габариты проходят по дорогам? Габариты 3-метровые входят, кстати. Даже вот эти селки 12-метровые, они все равно в 3 метра складываются по дорогам, переходят. Вот эта селка, да? Да, это 9-метровая, есть 12, она все равно в 3 метра входит. Мы сами в хозяйстве работаем уже на этих селках больше 10 лет. А вот эту селку вы сборку делаете, да? Да, вот эту селку мы Здесь есть делаем агрегаты, сборки. которые вы делаете? Сборку? Нет, агрегаты, которые вы делаете здесь есть? Мы сделаем только сборку, а размещаем, допустим, вот эти катки мы на заводах размещаем уже. понятно. Заводы изготавливают, а мы совместную сборку у себя делаем. То есть нам приходит машинный комплект, мы дособираем, берем часть запчастей, которые в республике делаются, и все это монтируем, и уже получаем наш сертификат и продаем потребителю. Как продажи в этом году у вас? В этом году тяжело, техники не хватает. Тяжело в смысле? Все размещено 100%, люди просят, а заводы не успевают. Это отложенный спрос, да, все-таки считаете, да? Вот на этом фоне, потому что технологии растут, урожай Шанс вырос. обновиться, прям очень серьезно обновиться, надо Не только хватает. это Мы в сделать. курсе, да, мы прошлый год очень хорошо Вы поработали. поддержали из бюджета, молодцы. На инвещасе были, стартамак. В прошлом году вы меня во время выставки пригласили в инвестчас. Так. Мы поучаствовали по инвестпрограмме. Работаем за счет собственных и заемных средств. А сколько 60 миллионов освоили. 60 миллионов. И в этом году у нас еще продолжается. Освоим новых моделей, тех перевооружений. Новый корпус вы достраивали, То есть достроили? вы Да. деньги вложили в новый корпус, да, и в станки, наверное? Да. В Да, новый да. корпус, станки. А вот Поэтому- здесь вот это ваша сборка или нет? Или? Это все наше изготовление полностью. Прямо Не только изготовление? сборка. У нас все полностью изготовление. А у вас сколько человек работает? У нас сейчас 110 человек. Было у нас 98, сейчас 110. Количество людей увеличилось. Мы когда в Стальтамак поедем, давайте заглянем, мы все хотели заехать. Спасибо. Это вот наши уфимские парни от Айгрильда. Вот сейчас на инвещасе мы готовим, через месяц мы выйдем. А они что хотят? Они вот постоянно вот такие торгуют, ну типа как Макдональдса, но чисто башкирские будут. Они хотят по всей России раскидать. Они, по-моему, в Москве такие устанавливают. Да-да-да, вот они я начинают. их видел там, в Москве. А мы хотим, чтобы у нас переработка была и склады были. И тогда у нас, по идее, такая система будет. Компания «Папа Гриль».
Это ваше, да? Да, футрак делают наши нефтекамские ребята. Сколько видел вот такую, по-моему, я подъезжал. Да, они много где делают. А Компании. там что они продают, интересно? Мы продаем фастфуд, так называемый. Это, А, вот эти. да, шаурма. Вот это все, да? хот-доги, да. Ага. Мы полностью сами делаем полуфабрикат мясной. Сами в Башкирии здесь. Соответственно, Здравствуйте. Добрый день. Прям вкусно пахнет. Да, вкусно. Вкусно готовим. Народ берет? Да. Здорово. Шаурму покупаем. Да, Вкусно. да. Ну, вот прям вот. Свежее самое главное. Ну, здесь удобно. А вот у вас здесь как? Здесь руки помыть есть, да? Да, да. А туалет есть, да? Туалет А тоже туалет есть. тоже есть, да? Что? Маленький ушел. То есть вы, вы можете на целый день сюда заехать и работать, да? Здорово. Спасибо. В каждом райцентре хотят поставить у нас, вот потихоньку двигаемся, по инвестициям идут в этих в районах, но не всегда. Допустим, тот же город Салават, они уже там полгода были, земли предлагают, но попасть не могут. Все забили здесь. Все забили, мест нет. Остальные вывели на аэропорт Башкирхозтехник, туда еще выставка. Мест вообще не хватает. Месяц уже вообще заявки не принимаем. Радфович, участники выставки довольно дружелюбно относятся к Башкортостану, считают, что мы перспективный партнер. Вот мы поговорили с несколькими представителями разных регионов. Мы же им тоже даем обратную связь, скажем так. Да мы вообще очень дружелюбный регион и всегда гостеприимно принимаем делегацию. Вот на этой выставке тоже каждый год понемножку растет. 40 субъектов здесь представили свои выставки или делегации прислали. Ну, а как? В одной стране живем. Дорогие участники и гости, в рамках агропромышленного форума на ваших глазах произойдет запуск производственного цеха «Акрос РБ» в прямом эфире. Внимание на экран! Мы начинаем церемонию запуска производственного цеха компании «Акрос РБ». Уважаемые гости, производственный цех к запуску в эксплуатацию готов. Уважаемый Радий Фаридович, запуск прошу разрешить. Пусть разрешает. Запуск прошел успешно. Уважаемые участники и гости, агропромышленный форум и 31-я выставка «Агрокомплекс» считаются открытыми. Прошу официальную делегацию начать осмотр экспозиции выставки. уважаемый Радий Фаридович, Шат Ильфусович, КОН регулярно участвует в мероприятиях, которые проводит Республика Башкортостан. И мировой производитель кормозаготовительной техники сегодня представляет вашему вниманию самое технологичное решение в кормозаготовке в высоком качестве корма. Это ленточный валкообразователь. И это один из тех агрегатов, который позволяет снизить себестоимость заготовки корма. И, соответственно, при этом цена на такой продукт, как молоко, на хорошем уровне. В Башкирии мы продали вот в конце прошлого года, был продан один агрегат, такой первый, и рассчитывали, я так понимаю, фермеры на субсидии. Надо 2000 коров иметь, чтобы такой агрегат себе позволить. И надо 35 литров минимум. Иначе это никогда не окупится. Это для своего уровня. Но мы одну взяли пока машину. Мы в сентябре открываем завод в Воронежской области и приглашаем вас посетить его. Это первая у нас фаза. завод. Мы дадим Обсудим, условия давайте мы неплохие. обсудим Вот, на встрече. обсуждайте. Мы Спасибо хорошие условия вам. дадим. Спасибо. Да, Здравствуйте. Так. Компания торгово-молочная, республики не первый год. Продаем трактора Никола, кейс. Вот. Сейчас что сделаем? Значит, увеличим сервисную базу в Зауралье. Под Магнитогорском открыли филиал, чтобы были доступны ребята, чтобы центром только не Уфа являлась, но еще и Зауралье тоже. Вот. Продаем в ту сторону техники очень много. Склад запчастей, сервисная бригада. Вот.
сейчас все инвестиции в основном идут в развитие. А у вас функции какие? То есть поставка комплектующих, техобслуживание, да? Да. Мне вот интересно, вот смотрите, навесные. Луноход так Луноход, да? 4 гусеницы, да, есть. Это Quatrac, 600-сильный трактор, довольно энергонасыщенный. В чем его плюсы? Опять же, он минимальное давление на почву, плюс ранний заход. Наша ассоциация, Добрый день, ассоциация ремонтно-обслуживающих предприятий. Четвертый год, поэтому многие уже все знают. 48 предприятий объединяют в составе. Наиболее значимые реализованные. Вы объединились, да? Мы объединились, А что да. дает объединение вам? Во-первых, единая политика. Ценовая политика вообще. Локализация производства. Если, вы помните, я комбайны делаю. Вот благодаря ассоциации взаимосвязи мы дошли до 42% локализации. Тут непонятно, много рассказывать не стоит. Я хотел бы, чтобы вы приехали к нам в гости в Северный-Тамак, на наш комбайновый завод. Это не толпа, это вживую уже можно посмотреть и подчупать. На сегодняшний день сейчас у меня находится 9 комбайнов в работе, и мы запускаем на будущей неделе 10-й. Погоду сколько делаете? По этому году я планирую сделать в районе 25. Сейчас у меня заявка идет со Ставрополья. И 5 апреля... В чем конкурентное преимущество вашего? Цена пониже или что? Цена пониже, простота конструкции и плюс, невзирая на подъем цены на металл, мы не отошли со своих основных параметров. Скажите, пожалуйста, Башкортостан с точки зрения развития сельскохозяйственного направления, как оцениваете? Вы знаете, мы всегда понимали, что Республика Башкортостан – это один из флагманов развития агропромышленного комплекса Российской Федерации. Это действительно так? Да, это на самом деле так, потому что республика имеет очень хороший потенциал. В последние годы очень успешно его используют. И вот те результаты работы, которые получены в 2020 году, в предыдущие годы, говорят о том, что благодаря той системе государственной поддержки, которая есть на территории, самое главное, благодаря активности людей, которые заняты аграрным производством непосредственно в республике, очень хорошие результаты, очень хорошая экономика. Башкирская продукция активно продвигается на экспорт, вводится в оборот неиспользуемая земля, внедряются инновационные технологии, приобретается современная техника. Вы посмотрите, какая сегодня представительная выставка. Неужели вы можете себе представить, что такие крупные компании приедут в регион, который им не интересен? Я себе такого представить не могу. Спасибо огромное. Пожалуйста. Спасибо. Как дела вообще? Все хорошо, да? Еще раз. Наиболее значим, вы видите изменения. Вы там начали дальше то, что делать, строить, нет? Нет, постройки пока проект, последнее у нас здание должно было под стапельную сборку уже на 8 постановочных мест. Но в этом году чисто финансово не успеваем мы по работе. Поэтому решили пока на имеющих площадях начать где-то в мае первую машину. А техника есть, кировцы у вас? Стоят? Сегодня где-то порядка на территории 12 машин. Мы заедем как-нибудь? Да, конечно, когда скажете, да. У нас всегда проблемы с сушилками, идеальные. В общем-то, учитывая наш 30-летний опыт в сельском хозяйстве, с вами заниматься, мы искали поиск. Подсолнечник сегодня, лен, рапс. И это все очень пожароопасные культуры. Мы ставили шахтные сушилки. В конечном итоге подобрали эту алтайскую сушилку. Наши же ребята российские, они все это взяли у американцев и строят сейчас полностью в Алтае, в Барнауле. А вот это с какие тонны? Это 42-тонная. Но самое главное, это ее безопасность и эффективность по экономии газа. А безопасность, потому что она клантового типа, здесь небольшая. Она когда загорается, здесь практически она тушить потом нечего. только сушилку или калибровку тоже делают? Нет, она только сушит. Урожай как дела? Полностью будет от начала до конца у него. У него комплекс. Да, у него же там элитное зерно, по сути. У него на выходе готовый будет. С поля привезли, выгрузили, уже готовое зерно откалиброванное будет. Он как завершает это, нет? В процессе, да. В процессе, да. Сейчас монтирует. Это европейская компания. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Европейская компания, нам в этом году 20 лет, мы на рынке, юбилей у нас. По России 15 филиалов. В Башкирии работаем с 6 года, платим налоги, здесь 75 человек работает, сервисная база, то есть мы здесь... У вас продажа, техобслуживание? Все полностью здесь тоже, да? находится. Состоим в ассоциации ремонтов предприятий, это очень хорошее такое направление. Ну, благодаря, в том числе и Республике Башкортостан, субсидиям, и, конечно же, 1432 Российской Федерации, завод загружен на 99%. У них практически удвоение произошло штата в этом году. Комбайн собирается все, литейка, покраска, то есть это полноценное, не сборочное производство, это полноценный цикл производства комбайна. А в этом году мы берем их? Да, сколько ты взял, уже продал? 20 комбайнов в этом году. К сожалению, честно скажу, нехватка. До декабря комбайнов уже нет. Просто комбайнов нет? Просто нет. Мы в прошлом году сколько нам продали? Тоже около 20 штук. Тоже прям, да? Удивительно. И рынок сейчас востребован еще более производительный. Поэтому компания «Класс» сейчас еще усиливает, «Лексион», такой был комбайн, они сейчас передают производство полностью в Россию. Завод такой уровня Россельмаша, то есть это два Они не хотят у нас завод создать? Они приезжали, они объезжали все производственные площадки, общались с Салават-Стекло, общались по производству гидроцилиндров, то есть они выбирают партнеров, потому что у них огромная задача по локализации. Да? Кстати, да, ваша Громаш 100% поставки тележек для всего концерна в России и даже Казахстан. Ваша Громаш поставляет. То есть сам завод «Класс» написал рекомендацию закупать. 2 года сертификации проходили, мы прошли. Но если действительно захотите локализоваться, то мы хорошие условия дадим. У нас очень хорошие условия на самом деле. Ну, тут, наверное, только ваш уровень может. Ладно, всего хорошего. Спасибо. Владимир Борисович, у нас основной, конечно, наш учебный процесс, но тем не менее, все-таки мы в составе Евразийского УНОС активно работаем. Очень хороший селекционно-генетический центр вместе с нашим партнером Тавросом Зайнуллером, да, и мы много говорим об этом сейчас уже. А вот этот селекционно-генетический центр, он уже работает, да? Вот он начинает работать, но все. Ну давайте вот я приду, посмотрю его. Обязательно. И заодно потом пройдем Если все начинает работать, значит будет день открытия. Ну вот мы ждем. Обозначьте тогда, давай договорились, с удовольствием приду. И... Потому что у нас много есть что интересно. И вы вот... Халуми делаете, да? А вот это что такое? Это вот девушки делают из... Сыры, трюфель называется. Трюфель, сыры трюфель. Сыр трюфель. Да, поэтому желтый. У нас есть собственная сыроварня, есть колбасный цех, есть потому что мы должны учить наших студентов этим. Это очень интересно, в принципе, это спектр деятельности, спектр обучения очень большой. Здорово. Спасибо. Вот это уже наши ребята произвели. Ух ты. А это что это такое? Мы, представлюсь, меня Артур зовут, организация «Артагра». Когда в том году пандемию объявили, мы так сильно испугались, что решили производством заняться, сельхозоборудования. Думали, вдруг лишними потом станет. Вот, мы сделали машину, гравитационный стол, без нее сеять нельзя. Ну, суть ее заключается в том, что семена засыпаются на этот стол, и здесь мы их сортируем. А калибровка то, что называется, да? Нет, калибровку мы на решете проводим, а здесь уже конечная стадия по весу, то есть самые тяжелые, самые белком насыщенные, самые сильные семена через нее проходят, и потом можно уже сеять. Ну, это мы точно будем знать, что урожай уже будет. А это вот первый образец у вас или вы уже? Мы уже сделали сейчас третий образец. А продали уже первый? Момент. Нет, мы пока сейчас делаем все испытания. В целом нас они уже устраивают. А где у вас площадка? На Трамвайной. Вы сами вот просто вложили деньги, вот это делаете, да? Да. Приходите ко мне на Инвестчас, расскажете об этом, или на промчас там определиться, от министра возьмет сейчас. Я для чего вас приглашаю? Помочь вам. У нас инвестиционный контракт можно сделать, это льготы налоговые, это субсидирование закупки оборудования. Там много у нас форм, которые понемножку денежку получат. Хочется в этом деле развиваться, но это еще не все. Все началось, опять-таки, когда объявили пандемию, мы решили не выводить деньги из Башкирии, так скажем. Мы раньше покупали нори на стороне, а теперь решили мы их делать сами. Вот сделали 100 тонн, для своих нужд поначалу делали там 25-ки, 150 тонн делали. И
у нас это получилось, это нас вдохновило, дало уверенности, и мы дальше начали Это двигаться. на элеваторах Это для применяется? элеваторов, везде, да, они, все, что поднимается, транспорт зерна. А двигатели чьи здесь стоят? Рыбинские? Двигатели, нет, здесь Китай с Россией. Китайские? Да, редуктора Китай, двигателя России, Элком. Ну, мы разные ставим движки, они подбираются все по валам. Ну, еще там всякие транспортеры мы там изготавливаем, все, что зерно А сколько человек транспортируем. работает у вас? В общей сложности с трудоустроенными и плюс привлеченными 27 человек. Ну, небольшое предприятие, но вы... Ну, в том году у нас было в начале 12 всего человек. Достаточно.